Здравствуй, дорогой солдат. Спасибо тебе большое за твой труд. Спасибо за защиту. Батал или Балу, как называли его друзья, был человеком с большим сердцем. Он всегда стремился помочь тем, кто в этом нуждался. После начала специальной военной операции отправился на Донбасс, на фронт. Оставаться в стороне он не мог, ведь когда-то и к нам, в Абхазию, по зову сердца пришли добровольцы из Северного Кавказа и Юга России. Поделился как-то в общении с журналистами молодой боец. Добровольцы, которые приезжали к нам, они приехали с миром, чтобы у нас вот в стране был мир. Также и мне хочется, чтобы вот в этой республике поскорее, вот, чтобы война закончилась. Он был настоящим сыном своего отечества, настоящим воином. И скажем так, что вот преемственность поколений, когда он пришел, мы его сразу посадили тогда на технику, потому что он в военном училище учился на нее, понимал ее. И он попал в экипаж с тем, с кем его отец воевал в нашу Отечественную войну. Они вдвоем воевали. Потом, конечно, уже техника за счет того, что дроны стали активными, и радиус действия техники несопоставим был с тем, что поражение. Поэтому мы уже перестроились. И вот он пошел в штурмовой отряд. Батал Бигвава был отчаянным и храбрым воином. После гибели Владимира Харабуа Микича он возглавил его подразделение и успешно выполнил множество боевых задач. За время своего пребывания в зоне СВО Батал был ранен 5 раз, трижды находился на грани жизни и смерти. Но о возвращении с фронта он и не думал. Что ты не бережешь-то себя? А? Не специально? Ну, понятно, что не специально. Ну, расскажи, ну, что с тобой на этот раз? Какое уже по счету ранение? Третье? Какое третье? 3 у тебя в Донецке было. Не знаю. 4-е, 5-е? Какое там уже? Где-то так почти. Где-то так. Ты давай береги себя. Ты уже... Сейчас чуть-чуть и в строю. Он боялся ставить ребят и не хотел вообще даже на час их покидать. Просто когда случилось, что его отца не стало, Адама Нипсаха, вот тогда он только приехал сюда, вот все 3 года он находился там безвылазно. И он с сопереживанием относился к своим ребятам, поэтому сказать, что его ранения где-то с пути сбивали, нет. Ни разу не бывали вместе в бою с боевым товарищем Константином Гришиным по позывному «Ангел» и помогали друг другу. Хотя Константин и намного старше Батала, дружба завязалась с первого дня знакомства. В 22-м году, май, наверное, вот так вот. Ну и так, волею судеб, как-то мы с этим парнишкой вместе начали двигаться, вместе имеется в виду, там сначала располага, потом вместе квартиру снимали. Ну, в принципе, не секрет, я намного старше по возрасту, у меня, в принципе, сыну столько же лет, сколько у него. И первое ранение он, конечно, там сначала контузия, а потом первое ранение при штурме было двухэтажки, это декабрь 22-го года. Ну, такой тяжелый бой был. Вы вместе были с ним? Да, был вместе, там приходилось потом вытаскивать. 3 огневых точки противника. Самая дальняя с правой стороны 97 метров, остальные около 80 метров. Балу принимал участие в боях на самых тяжелых направлениях фронта: Авдеевка, Часов Яр, сражения в Курской области и на Константиновском направлении. Несгибаемый и невероятно надежный, он стал тем человеком, за спиной которого было не страшно делятся боевые товарищи. Всегда был заботливый, с боевым характером, дух боевой получается. Да он просто вот такой вот человек был, вот все за ним. И когда он приезжал сейчас домой, ему тоже говорили: оставайся. Он был 5 раз ранен. Ему сказали, потерял отца, ему сказали: оставайся. Он говорит: как я вот без парней? Я не могу, у меня там парни. Так же, как приблизительно мы без него сейчас будем. Свой страх нужно как-то преодолеть его, чтобы не подводить своих товарищей. У каждого человека, можно сказать, своя роль.
Свои боевые обязанности он выполнял сполна. Командир 9-й штурмовой роты интербригады «Пятнашка» Батал Бигвава погиб как настоящий воин с оружием в руках на передовой линии фронта. 27 сентября на родину пришли печальные вести. Балу не стало. Получилось, что вечером мы с ним там, есть вопросы наши там, касаемые боевые, там обсуждали и т.д. и т.п. Ну и на следующий день вот эта новость пришла, как, не знаю, и все, мне сообщили, моего брата больше нету. Всем привет, всем привет! Как и говорили, вот, дошли до победного и дальше прорвемся. Страна прощается с героем, с воином. Память Батала Бигвава почтили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и глава Учимчирского района Алхаз Кация. Храбрый, молодой, красивый, ему не было и 30 лет. Память о нем останется как о боевом товарище, верном друге, отважном воине и достойном сыне своей страны. Балу, ты уходишь, передавай привет. Хочу сказать, ребята, я с вами. Уходишь, передавай привет. Хочу сказать, ребята, я с вами. Я с вами. Гугуца Вардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение.